Сейчас вон. Хорошо, я снимаю, вон. Набирай. Да он сама жрет, да. Работа на огороде продолжается. И сегодня будем, Никитос, раскидывать навоз по всему огороду. И сколько, не насчитал, сколько тележек у нас получилось. 78 на этом огороде. Вот. Из той кучки, которая лежала у нас вот там, получилось 78 таких маленьких кучек, или как правильно. И все это будем раскидывать. Позавчера я вот скосил, и все равно после того, как скосил, вот корни остались, и все равно дальше начинает расти рожь. И будем пахать, это все равно, наверное, уже спашем это, когда будем спахать, там потеплеет и все сгниет. Сегодня ветер, сильный ветер, и слишком много снимать не будем. Уже соседи, там соседний огород, там уже все вчера перепахали. Тепла ждать не будем, потепление. Погода и дальше еще дождливые, прохладные, но надо пахать. Спашем и будем сеять картошку. Ждать потепления слишком. И может и лето в этом году такое прохладное будет. Тебе вместо огорода футбольное поле надо здесь, да? Мечта. Поле возле школы есть. Надо там играть. Неровное, а тут ровное, но искосок, там немножко вот тоже косо вот. Сойдет. Мяч будет уходить с этого поля. Смотри, работник, все играет. Нет бы взять и раскидывать. Кого ждешь-то? Футбол в деревне. Ну давай, раскидывай. Никита Эндор. 1 июня, и в бушлатах приходится работать на огороде. Я не в бушлаке. Не в бушлаке. Давай ее, работай. И улетел. Шарта беден дөрөт күртлү. Күртлү менен куртка жеп. Куртка жеп. И вот так будем дальше работать мы. И навоз каждый год надо. Через год это для огорода даже мало. Хоть немножко, но удобрения, навоз или еще какие удобрения надо для картошки. Вот навоза и тепло, и урожай больше будет. В общем, продолжаем так работать. Зернику. Колока подчас зерма. Раньше надо зервиштало, сейчас было авадя. Суббота. А мы не. А ты анкорка сені görne? Oznakaştırdım. Yoksa iyice lan, boğacağız çomluğa.
Mamy kaczalny. Ja czuję. No. Все как дурно подписчики. Работу мы закончили, вот все поле раскидали навоза. Время ушло где-то час, наверное. И сейчас поднялся большой ветер и начинается дождь. Работу прекращаем и придется переждать. Дальше будем пахать этот огород. И ой, невозможно что-то снимать. Вообще ветер, смотрите какой. Ураган аж. Наверное, туча подходит и начинается большой дождь. Большой сильный дождь будет. Нет, надо зайти. Невозможно что-либо заснять. 2 дня прошло, как мы раскидали навоз. И сегодня уже мы пашем. Вот этот огород небольшой мы спахали уже. Уже перешли на большой огород. Сейчас немножко поснимаем. Что и как, покажу немножко, кто мне помогает сегодня. Третья часть огорода уже, можно сказать, готова. Спахали. Вон мои помощники. Что стоим? Кого ждем? Помощника. Третья часть уже, наверное, готова у нас, да? Получается. Ну давай, Женя, показывай. Показывай свой дрын-дын. Что и как называется эта штучка. 6,5 лошадей. Сколько лет этим уже ты работаешь вообще? 3, 2. Лет 5 уже. 5 лет. Да. И вот, скажем, на такой огород сколько топлива уходит? Примерно. Не знаю, сколько тут. 50 на 40, наверное, есть. Есть. Литра 2. 2 литра уходит. Вообще экономия сплошная. Вот. Соседний огород у Агнии Ивановны. Вон, все чисто. А у меня бардак такой. Сенокос. Я уже один раз косил тут, блин. Но вот видишь, все равно он выходит, этот рожь. Я думаю, а если на следующий год это все опять выйдет? Ой, это как сорняк, я думаю, бля. Видишь, а здесь я перепахал, как бы, но не перепахал, а, блядь, этот кыджнечкенце. Кыджнечкенце, это вообще мыйка. Кералемет. Прорубил тут вот этот уголок. И тут меньше, а вот там я скосил. И все зелено там было. Қалай сантиметр мыйка басну. Куда? Рулетка демели. Дуруда. Мыйка кара. Не гнется здесь вот этот самый конец. Гнется же, да? Если в камень попадаешь, наверное. В прошлом году вроде тоже гнулось один раз. Я болен чадарını пластырында сетче программу. Многие уже купили вот такой агрегат. Плуг и вот такой лифан, да, вон? Бычок. Бычок. Да. Бычок. Нормально вроде работает. Бычок, вещи бывал. Скажем, если бревна таскать, прицепил там, бля, в лесу и перетащил, запросто надо потянет. Так что надо купить и на буран и в лес дрова делать. Колокольня еще поднимется на 20 метров, это вместе с куполом будет. Еще 20 метров с той вершинки. Если я гогрес вылез. Да. Сама церковь на 15. Еще 15 церковь поднимется 15 метров и купол на 20. Ну, колокольня на 20, это вместе с куполом.
Нифига, там небоскреб такой будет уже. Сколько там? 20 метров, наверное, уже есть. 20 метров, еще 15. 30 метров. Ё-моё. М. Он работает. Голова не кружится у них. Это не местные, это с Риги приехали или откуда? А мы украинцы, латыши, А, хохлы, латыши, украинцы. межнациональные. М. Опалубка или мы сейчас, наверное, туда буду что-то поднимать. Нет, мы не участвовали. Для вертолета может там взлетную полосу сделают. Полосы, да, А, для купола. 2 купола там будет, сверху и да, да. в середине. Да. Кто не участвовали? Нормально. Страшновато там работать. Ну. Вчера вообще на верхнем, там, на самом верху были работали. Ну. Нормально. Нормально. На первый раз, да. Для первого раза, да. Учатся, да. Немножко опять спахали. В общем, дело идет. Дело идет, и вот
конец огорода, вот немножко вот так мы перепахали. Как бы конец огорода невозможно было спахать. Фу, плуг идет жестко по огороду, и крепление на этом агрегате, вот такое крепление в землю, которое насаживается вот так. И плуг тащит сам этот мотор, в общем, вот этот бычок. И крепление надо, наверное, немножко удлинить, чтобы поглубже в землю втыкать. Крепление маленькое. В общем, плуг тащит. Не мотор тащит плуг, а наоборот. Плуг тащит этот агрегат. Немножко крепление не выдерживает. 10 сантиметров, наверное, длиной. А надо сантиметров 20, чтобы втыкать в землю. И это борозда здесь такая остается. Это я граблями еще обратно зарою тут. Все нормально будет. Пойдем чай пить. Немножко передохнем, чай попьем. И будем продолжать. Половина огорода уже спахана, все. Столько мусора у меня на огороде. Ё-моё. Этот рожь, блин. Не знаю, на будущий год буду сажать или нет. И корни вот от деревьев здесь вот тоже трудно пахать. Здесь корни под землей. И плуг тоже вот втыкается в эти корни. И этому мотору тяжело тащить. Как правильно называется? Ну, бычок. По-другому как? Мотоблок, может? Я не знаю. Пусть будет мотоблоком. Айда. Вон, смотри, бещенка уже. Бещенка одна загорает. Солнце попадает немножко. Вот на солнце и греется она там. Хорошо ей там сейчас. Сейчас теплая погода. Теплые дни будут начнутся. Лето начинается, е-мое. Сейчас большая драка будет, наверное. Ха, уж есть. Убежали. А кодлем сашерей конец. Понашуры. Ага. Воробьи. Та кыжы аксаламет кыжысы я? Аксашемет. А? Боронение. Ведут боронение, да. Видели, это ресмыйка, самец, мы самка. А что они не на гнезде? Ну, один самец. Вдвоем. А, ну да, может быть. Наверное, уже птенцами точно, наверное. Сейчас вон. Хорошо, я снимаю, вон. Набирает. Да он сама жрет, да. Я думал, птенцам будет этот лебедные. Скворцы, да, они-то все детям, а эти воробьи, блин, жрут сами. Жучков, паучков. Жизнь в деревне кипит, вон, пила орет. Где-то корова мычит. Одна корова на всю деревню осталась. И сколько там? Ничего, это обжора такая она. Весь огород перепахал. Вот та що є.
Lisätetään Körnökola Itä-Sotavet vasta. Давай открывай, глянь, сколько там топлива ушло у нас. И какой объем бака тут у нас? 3,6 литров. 3,6. И где-то, наверное, литр. Литраж у нас. Полтора, наверное, еще осталось. А 3 литра кумын было? Полтора литра это было. На этот площадь ушло у нас 1,5 литра. 1,5 литра топлива. Немалый площадь, да. И там еще небольшой город, уголок такой. Все. Закончили наконец-то. А. Да ну, маленький. Не маленький. Ну. Нормально. Я спотел. Я спотел. Сколько? Это не хорошие муравьи, бля. Могут прижиться или как? Кер, есть где? Бревно. Они грызут бревно. Разве нет? Постоянно. Я бы термит ес. Паук. Его в плен, наверное, взяли. Где он? Подожди. Не вижу. Подожди, может он палец стоит. Да. Его, наверное, блин, взяли все. Его съедят муравьи. Он, наверное, подняться не может, там застрял. Как думаешь? А, Дик. Все, загрузили. Десяток чему же не? А, полоски делаете, да? Еще немножко поснимаю, как соседи начнут делают, в общем, гребни. Вот уже на большом огороде вот немножко уже они как бы сделали. И сюда будут сажать картошку на эти гребни. Давай посмотрим, как все это дело делается. Глянем. Немножко посмотрим, как люди работают. Сами поработали. А тихо надо, да. Тихо я колоть станется. Ну-ка, что за агрегат? Все, один есть. Уедь только подойдет. А, Если без завода можно быстрее поставить. Turun silmällä lisää kyskällä. человек нет. Не ходи кола. Вот ищикай на гордиле. Вот ищикай на гордиле. Сперва так полоску делают древнюю, потом этим опушником окучивают. Ну давайте, работайте, не буду мешать вам. И так все поле они делают такие гребни.
Работу закончили. Все спахали, в общем. Немножко поснимали, показал, как мы работаем на своем огороде. И остается еще по краям огорода пройтись там немножко, убрать вот эти сорняки и все, что осталось. И уже дальше будет посадка картошки. А на этом все. Всем пока и до новых встреч на природе в Коми.